В Советском Союзе комсомол был мощной организацией. Он давал возможность проявить себя, свой характер и развить организаторские способности. Молодые комсомольцы осваивали целину, строили БАМ, в непроходимой якутской тайге искали новые месторождения. О значении комсомольской стройки в Мирном рассказывает Венера Багаева. В 50-х годах силами комсомольцев в Мирном возводили первые дома, строили дороги, налаживали инфраструктуру. В результате ударной интернациональной стройки рабочий поселок за несколько десятилетий превратился в промышленный центр республики. Вот что писала зарубежная пресса несколько лет назад. Якутские алмазы залегают совершенно в недоступных местах. Ни зверь, ни птица не могут добраться до кимберлитовых трубок ни зимой, ни летом. Советские алмазы появятся на мировом рынке только в 21 веке. Пожалуйста, вот они сейчас перед нами появились. Субботники, строительство теплицы, сбор урожая, встречи с ветеранами, военно-спортивные игры. В любом деле комсомольцы были в первых рядах. Людмила Рыцарева с 1972 года была секретарем первичной комсомольской организации. Помимо основной работы в поликлинике, активная комсомолка принимала участие в строительстве Дворца культуры и аптеки. Комсомол – это была потребность молодежи. Даже не стояли вопросы, там что-то там не вступать, или именно добровольно, потому что это была активная позиция людей. Это время ушло, но память о нем осталась. Чтобы познакомиться с героями уже прошлого столетия, современные комсомольцы придумали вечер встречи поколений. Это молодежь разной национальности, очень интересная, колоритная молодежь, непривычная сидеть на одном месте, всегда старается показать себя как на производстве, так и в быту, так и в жизни. Во Дворце культуры «Алмаз» эту идею поддержали. Творческий коллектив работает над программой концерта, в котором прозвучат песни прошлых лет. Узнать, чем жила, о чем мечтала советская молодежь, может каждый желающий.